Мы в эти дни отмечаем 25-летие нашего филиала, дагестанского филиала Российского фонда культуры. Они приехали к нам в гости. Мы совместно это мероприятие Московским центром культуры Дагестана организовали. Российский фонд культуры был организован в 1987 году в Дагестане. Первым директором, председателем этого фонда был Расул Магомедович. Это известный наш общественный деятель. И родоначальником этого фонда был Лихачев, известный деятель культуры. И вот после этого очень много мероприятий этот фонд проводит в Дагестане. Мы, даже москвичи, когда приезжаем летом, проводим очень большие выставки в рамках этого фонда, проводим всевозможные акции, культурные акции, совместные акции с этим культурным. То есть у нас такая постоянная дружба, постоянная взаимовыручка, постоянное взаимодействие с этим фондом, который работает в Дагестане. И основная цель этого фонда – это сохранение, развитие культуры, традиций народов Дагестана, пропаганда культуры, поддержка молодых исполнителей, молодежи, одаренных детей, одаренных художников, певцов, музыкантов. И, соответственно, это большое дело для Дагестана, для того, чтобы, потому что культура все-таки это объединяет народ. Если там бизнес, экономика, деньги, там они то объединяют, то разъединяют, то культура всегда объединяет. Поэтому, конечно, нужна поддержка государственной культуры, его мало, и в том числе и в Дагестане. Хотелось бы, чтобы вот такие выставки, такие мероприятия проходили с участием нашего руководства дагестанского, Министерства культуры, президента Дагестана, нашего постоянного представительства. Но не всегда, наверное, получается, поэтому вот наша общественность всегда поддерживает эти мероприятия, и мы принимаем огромное участие. Глядя на эту выставку, я не мог предполагать несколько лет назад, когда я рисовал в мастерской эти графические работы, что мой Нил, воды Нила меня выбросят где-то в Москве, в Московском доме национальностей. 2 года я рисовал эту пастельную графику, назвал его таким образом, потому что для меня сама работа была связана с неким поиском, с течением по странам и весям, по каким-то географическим широтам. И год назад в Махачкале эта выставка была представлена на суд дагестанских зрителей, и мне кто-то там сказал даже, возможно, этот Нил твой, в общем, раздвоится, и ты где-то еще с этой выставкой появишься. Так и получилось неожиданно для меня. В конце осени получил 2 приглашения. Один, самый главный, конечно, в Московский дом национальностей, и второй в частной галерее, это 18 тоже будет декабря, выставка в частной галерее на Гоголевском бульваре. И так получилось, что все совпало. У меня это первая выставка в Москве. По сути, я не задавался целью делать такую большую персоналку. Думал, что в рамках этих дней что-то так отдельное будет. А мне представили такую отдельную экспозицию, за что я очень благодарен. Думаю, с ожиданием, большим и трепетом ожидаю людей, которые придут, посетители сюда. И думаю, что мои тревоги, может быть, отчасти как раз проверят мою способность на дальнейший путь в рамках этой графики, которую я рисую. Сам путь мой в художественный мир, он связан с таким интересным, для меня интересным, такой ситуацией в жизни. Лет 20 назад меня пригласили в газету «Молодежь Дагестана» оформлять, художником-оформителем. Я рисовал графические композиции, рисунки, которые там иллюстрировали эту газету. Потом эта газета, конечно, переросла в общественно-политический еженедельник, и художнику уже необходимости в нем отпала. А я так влился в профессию, стал ответственным секретарем «Молодежи Дагестана» и уже занялся вплотную журналистикой. То есть я параллельно многие годы совмещаю это 2 у меня поприща, и все спрашивают меня: ты художник или журналист?
А я говорю, я поэт. Работая в газете «Молодежь Дагестана», я столкнулся с тем, что молодые, например, литераторы, они не имеют сегодня какой-то вот такой площадки, на которой можно было публиковать свои рассказы, стихи. И у меня идея возникла создать Кавказскую литературно-художественную газету «Горцы». Ну, «Горцы», собственно говоря, я не ограничиваю регионом место проживания этих людей. Для меня горцы — это просто некий какой-то дух, вот такого, знаете, может быть, звучит это немножко высокопарно, но тот, который в наследство от моего деда, от моего отца мне достался, и я как-то вот переживаю за то, что сегодня такое вот высокое достоинство слова «горцы» звучит не совсем на высоте. Вот. Ну, вот таким образом я решил совместить некое высокое и литературное. Вот. И оказалось, что вот эта литературная газета у меня, она стала востребована не только в Дагестане или на Кавказе. У меня авторы со всей России, из-за рубежа. И эту газету мы рассылаем во все регионы, и она получила, ну, достаточно для меня очень... Я вот все-таки очень благодарен этим людям, этим нашей России, той настоящей, нашим авторам газеты, которые поддерживают меня уже 3 года, ну, 4-й год, скажем так. В прошлом году я отметил 3 года нашей литературной газете. А в этом году, вот, я думаю, тоже будет праздник в феврале, и будут много новых открытий для меня, для дагестанцев. Мне очень хочется, чтобы сегодня увидели Кавказ и Дагестан другими глазами, совсем другими глазами. Вот увидели, насколько богат наш мир, богаты наши традиции, и кроме хамства и, скажем, лезгинки и чего-то такого, что видят обычные жизни москвичи и другие россияне, есть нечто такое, что творится в мастерских и нигде в мире больше не творится. Я не только говорю о кубачах там, или унцукульских каких-то насечках, я говорю о росписи фарфора, я говорю о резьбе по дереву, ковкой металла. Я не знаю, перечислить очень трудно. Эти люди творческие, мы-то живем, сваримся в своем соку, и для меня это некий выход такой, знаете, для меня это некая возможность себя, не только себя продемонстрировать, но показать, что есть вот такие тоже. Понятно, что Москва видела всякое и видит каждый день многое. Но мне вот даже вот приходили тут вот художники, поддержали, сказали, что, может быть, это и хорошо сегодня, когда Москва уже всем наелась, вот все увидела, что-то такое, может быть, наивное, романтическое увидеть в моих работах. Я остаюсь романтиком, поэтому вот, верю, что добро все-таки восторжествует, и мы будем жить в хорошей великой стране.